بسم الله الرحمن الرحيم. Я всегда говорю, что женщину в наши дни приравняли практически к сексуальному объекту. Объекту привлечения мужчин. И у всех мужчин глаза должны заполниться, взгляды должны насытиться, и все. И увидев голых женщин на улице, ты уже не ценишь свою жену. Уже нет, потому что ты видел лучше, чем она. Уже увидел. И Аллах говорит: о мужчина, ты тоже опусти свой взор. Нет оправданий, даже если они это делают, опусти свой взор. Итак, есть женщина, и вы смотрите вниз, с уважением говорите с ней. Знаете, есть история, которую приводит один из шейхов. Один из ученых. Он упоминает историю, что был мужчина в Соединенных Штатах. Он был религиозным проповедником. Он зашел в лифт, молодой парень. И, находясь в этом лифте, остановился на каком-то этаже. И вошла женщина. Она была полураздета. Он смотрел вниз, не смотрел на нее. Она была раздражена, разозлилась. Впервые в ее жизни кто-то не смотрит. Она топает одной ногой, привлекает к себе внимание, и они вдвоем, наедине в лифте. Он просто смотрит вниз и не говорит ни слова. Они доехали на его этаж, а ей нужно было выше. Он вышел, и она вышла за ним. Это настоящая история. И она вышла за ним и начала разговор. «Эй, знаешь что? Я оскорблена. Неужели я настолько грязная и уродливая, что ты не можешь посмотреть?» И она говорит правду. Женщин этому научили, что они должны привлекать мужчин в целом. Привлекать мужчин, в общем. Итак, я что, такая, что ты не можешь на меня посмотреть? Он говорит: сестра, знаешь, я мусульманин, я уважаю тебя так сильно. Правда? И у меня жена. У меня все вот так и вот так. Знаешь, и я бы не хотел обидеть самого себя или тебя, понимаешь, глазея на тебя. Что я получу от этого? И он объяснил ей все прекрасным образом. И она попросила его номер. Представьте, если девушка спросит номер у вас, да, машаллах? Уважительно он согласился. Решил, что найдет людей, которые свяжутся с ней, чтобы объяснить. Спустя некоторое время она приняла ислам. Она говорит: ислам освободил меня от того, чтобы быть человеком, который не может покинуть дом без провождения полчаса перед зеркалом, от пустой траты денег на всякие дизайнерские вещи. Ислам освободил меня, я просто набрасываю на себя черную накидку и выхожу, и все. Просто черную накидку. Черный цвет не обязателен, но темные цвета лучше. Потому что так меньше бросаетесь в глаза. Представьте себе абаю, которая ярко-зеленая, ярко-оранжевую, не думаю, что это будет незаметно. Субханаллах.